Сотрудникам Уфимского ЖЭО города задерживают зарплату в течение года. И выплаты, по их словам, приходят частями. Руководство же организации ссылается на долги населения. Обещанием выплатить зарплату в полном объеме работники уже не верят и обратились за помощью к нашему телеканалу. В ситуации разбирался Эмиль Басареев. Я на крестины внучке деньги занимал, на встречу сына деньги занимал. В долг и в кредит приходится брать постоянно. Слесарь-сантехник Владимир Рожков утверждает, иначе не выжить. Старая футболка, потертые джинсы и кепка. В этом мужчина ходит на работу. Говорит, зарплату в ЖЭО Шакша платят частями, да и то с задержками. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, приходится идти на крайние меры. Последний раз в пятницу давали 1500. До этого, получается, нам давали 1300. Купил 2 мешочка муки по 10 килограмм и бутылку масла. С дома, получается, все золото сдали. Мы сдавали, выкупали, сдавали, выкупали. Сколько, разве так можно жить? Кроме Владимира, в таком же положении еще более 20 работников ЖЭО. Многие имеют кредиты и говорят, задержка выплат уже испортила им отношения с банками. Бывает 3 месяца вообще просто. 1000, 2, 3 дадут и на 3 месяца. Потом опять начинает и опять останавливается. То есть в долги все равно вылезаешь. Инструмент здесь толком не выдают, приходится свой покупать. Жители микрорайона поддерживают работников ЖЭО и даже готовы представлять их интересы в разных инстанциях. Эту жалобу подписали 22 человека. В этой жалобе говорится о том, что люди не получают зарплату, что нарушение трудового договора, по статьям трудового договора есть, что люди работают ненормированный рабочий день. Очень часто они выходят в свои выходные дни по устному распоряжению. Чтобы узнать, почему так происходит, мы обратились к руководству предприятия, но директора не оказалось на рабочем месте. А директор? Директор на оперативном совещании. Кабинет главного бухгалтера тоже оказался закрыт. Другие сотрудники бухгалтерии предпочли хранить молчание и не отвечать на вопросы журналистов. Вот работники ваши ЖЭО жалуются за платы. Это вот кто может рассказать, в чем проблема состоит? Может, что-то неправильно понимается? Главный инженер компании заверил, в ближайшее время с работниками рассчитаются за май и в скором времени начнут выдавать зарплату за июнь. Задержку выплат он объяснил долгами жильцов-неплательщиков. Нет поступления денег, из-за этого зарплаты и нет. Получается, как в ЖЭО дробят всем, то есть и руководящий состав? Да, и руководящий состав полностью все дробят, да. Да, то есть они тоже, да, иногда недополучают и по 3 месяца, получается, на 3000 живут или нет? Ну, все так же, все поровну. В управлении жилищного хозяйства Калининского района столицы нам пояснили, ЖЭО Шакша – их подрядчик. Деньги ему перечисляются по актам выполненных работ, а зарплату уже распределяют в самой организации. Это тоже зависит от качественной работы наших работников, в том числе слесарей, дворников. Но качественные, чтобы жители могли оплатить, да, за что они. Поэтому эта работа тоже усиленно ведется. Но я думаю, до конца месяца мы этот вопрос по заработной плате, который просрочили, это мы оплатим. Однако работники ЖЭО Шакша устали ждать заработанных денег и намерены отстаивать свои права. Они уже подали заявление в Государственную инспекцию труда. Эмиль Басареев, Римзат Билал, Владимир Тимофеев. Новости. Уфа.